Центральная Азия находится под угрозой. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое новое предупреждение получило наше правительство и от кого. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Страны СНГ рискуют столкнуться с ростом числа афганских беженцев, среди которых будут и представители различных террористических организаций, заявил на заседании представителей пограничных ведомств государства СНГ в Москве секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он обратил внимание, что на фоне экономического кризиса в Афганистане есть риски серьезного ухудшения миграционной обстановки. Так, после захвата власти талибами в 2021 году начался массовый отток афганцев за рубеж, указал Патрушев. При этом есть риск того, что беженцы двинутся не только в сторону Ирана и Пакистана, которые сейчас принимают более 80% мигрантов, но и в государства Центральной Азии. В числе прочего, это может привести к проникновению в наши страны участников международных террористических организаций, которые сегодня себя комфортно чувствуют на афганской земле, предупредил секретарь Совбеза РФ. А как вы относитесь к такому предупреждению? И как вы думаете, насколько вероятно такое развитие событий? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Патрушев указал, что тяжелое социально-экономическое положение в этой стране, в том числе на фоне блокирования американцами афганских финансовых средств, создает условия для наращивания потенциала террористических организаций, что чревато ростом нестабильности на пространстве СНГ. При этом сами американцы борются с терроризмом только на словах. Нельзя забывать, что ИГИЛ, Аль-Каида, террористические организации, запрещенные в Российской Федерации, и движение Талибан созданы именно американцами и по-прежнему активно ими пользуются для достижения своих геополитических целей, констатировал он. Патрушев заверил коллег из СНГ, что Россия, как и прежде, готова к сотрудничеству на контртеррористическом направлении. Как вы относитесь к тому, что в статье российской газеты ТАСС Аль-Каида и ИГИЛ были с приметкой, что это террористические организации, запрещенные в Российской Федерации, а у Талибана этой приметки больше нет. А это первый шаг к признанию. Хотя можно сказать, что Россия уже давно признала Талибан, но официально это еще и не прозвучало. И как вы относитесь к тому, что Таджикистан предупреждает об опасности, а сами их же и признают? И как вы относитесь к тому, что помимо террористических организаций в нашу страну поступает все больше и больше наркотиков из Афганистана? И хотя Талибан обещал, что будет с этим бороться и больше такого не будет, стало известно, что в последнее время оборот наркотиков в Афганистане вырос на 30%, тем самым создавая опасность для нашей страны. Свое мнение по поводу всего этого, как должны помогать другие страны и организации, как они это делают, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!